Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Последние 10 дней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объявлял ихтикаф. Ихтикаф – это постоянное пребывание в мечети, когда сподвижники вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, оставляли все мирские заботы, оставляли торговлю, земледелие, оставляли работу, оставляли своих любимых жен, детей, все занятия и закрывались в мечети для того, чтобы уединиться там и посвятить все свои дни и ночи в течение 10 суток только поклонению. Только поклонению. Они избегали всех мирских слов, пустословий, поминали Всевышнего Аллаха, очень много читали книгу Аллаха, Коран, очень много делали дуа, киямы. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставил вот этот вид поклонения как сунна для всей своей уммы. И, альхамдулиллах, по сей день очень много братьев ждут, не дождутся этих 10 дней. Я знаю братья, которые работают в каких-то государственных учреждениях, в частных, и даже лимит отпусков они оставляют не только для отпуска куда-то на море, куда-то за границу, куда-то в деревню, а именно оставляют для ихтикафа, чтобы никто их не трогал, чтобы никто их, они свое отработали, у него есть его законные дни отдыха, отпусков, и вот они специально приходят в мечеть, заранее выбирают мечеть, расспрашивают, где ихтикаф будет. Есть даже некие такие команды ихтикафа, которые привыкли каждый год собираться, заранее искать мечеть. Вот, машаллах, это те, которые возрождают этот вид поклонения. И мы даже можем сказать, что это ихтикаф – это единственный по сунне вид монашества в исламе, такой временный, потому что мы знаем из многих хадисов, в Коране есть аяты про монашество, что были монахи, что были люди, которые оставляли все мирское, предавались аскетизму, зухад, то есть это минимальный такой образ жизни, которые довольствовались минимальной едой, минимальным сном, минимальными имуществами. Были случаи, когда они уходили за деревню, за село, где-то там в горах строили свои вот эти так монастыри, скажем так, хальга, то есть небольшие молебенные дома. Не обязательно это был такой большой монастырь, а вот молебенный дом небольшой. Даже иногда читаю, что вот их строили, небольшой цокольный этаж был, небольшой цокольный этаж из камней, и вот как второй этаж. Они это специально делали для того, чтобы туда никто не заходил. То есть они на веревке поднимались, потом веревку убирали. Даже если кто-нибудь придет, он не мог к нему подняться, чтобы не отвлекать его от поклонения. И об этом есть хадисы, историю Джурейджа, помните, да, когда мать 3 раза обращалась к Джурейджу, но так и не дождалась ответа, а потом Аллах Тааля испытал его. Вот. Поэтому оно было монашество, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам предаваться монашеству. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он призвал нас создавать семьи, жениться, замуж выходить, рожать детей, воспитывать их и искать довольство и милость Аллаха внутри семейных забот, внутри семьи, а не за семьей. Поэтому
единственный вид временного такого монашества, вот это как раз и когда ты оставляешь жену, детей, ты один, поклоняешься единому Аллаху, это как раз вот ихтикаф. На самом деле очень много можно говорить про достоинство ихтикафа. На самом деле это поклонение дает нам возможность совершать в лучшем образе другие виды поклонений. Потому что вот даже те братья, которые у нас в мечети в этом году, это первый ихтикаф, это у нас первый Рамадан, да, они имеют возможность даже обычно 5 намазов в джамагате. Может быть, у кого-то не получается 5 намазов в джамагате, а они спокойно. Они не торопятся, ждут этих намазов, потому что очень важно именно ждать эти намазы. Очень важно вот этот промежуток между намазами, когда человек остается в зикре, в поминаниях Аллаха, в дуа, в чтении Корана. Это тоже поклонение, об этом много хадисов. То есть именно ожидание намазов. Пророк ﷺ сказал, кто совершит в джамагате намаз, потом останется там, поминать Аллаха и подождет другой намаз, это равносильно тому, что он не выходил из намаза. Вот он с асром начал, с магрибом закончил, как будто все это время он в намазе был. Таких хадисов много. Это тоже надо возрождать. Это чтение Корана. Конечно, те братья, которые пребывают в ихтикафе, они больше читают Коран. Даже саляфус салих, мы знаем из книг, есть, например, книга Аль-Азкар имама Навауи. Машаллах, он там прямо описывает, как сподвижники, табигины, ученые так много читали Коран. Да, были, которые 2 раза в день перечитывали Коран. Вот сейчас тот, кто сейчас вот читаем Коран, да, вы должны понять, что такое каждый день 2 раза читать Коран полностью. Есть даже, были такие саляф и салих, которые 3, 4, даже 5 раз в день могли перечитать Коран. Это как вот, это столько времени надо, столько сил надо, это как просто элементарно физиология, да, как слягайничек житяну, слюна. Это же не просто ты мысленно читаешь, они читали, это 5 раз он перечитывал. Поэтому как времени, как они не засыпали, как они не уставали, это баракат был. Зикр, тасбих, дуа. То есть даже когда дуа делаем, кому-то надо на работу, а кто-то здесь, он может часами дуа делать. Так ведь? Вот. Поэтому очень много достоинств ихтикафа. И не все они могут совершать ихтикаф. Не у всех получается. Альхамдулилля, те братья, которые нашли время, возможность, там, с женами договорились, да? С семьей договорились, оставили работу и бисмилля. Здесь они, это, машаллах, это великое дело, пусть Аллах примет. Но сегодня, никак не умаляя, не унижая достоинство ихтикафа, хочу еще раз про один из, может быть, даже легких ихтикафов хочу рассказать, на который указал нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис передал Ибн Аби Дунья, имам Табарани, от Абдулла ибн Умара. Абдулла ибн Умар рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хайрун наси анфа'ухум линнас». То есть, «Ахаббун наси иля Аллахи анфа'ухум линнас». То есть, самые любимые перед Аллахом люди, рабы, это самые полезные из них. Ислам всегда призывал нас, мусульман, быть полезными людьми. Не Аллаха, ни бәндәгә түгел, татар әйткәндә, то есть от него ни пользы ни Богу, ни людям, да, ни Аллаху, ни людям. А он должен быть полезным. Мусульманин должен приносить пользу. «Ваджа'аляни мубаракан айнама кунт». Как Айса алейхиссалям говорил, его слова в Коране: Аллах сделал меня баракатным, благословенным, где бы я ни был. Айса алейхиссалям, будучи праведным рабом и пророком Аллаха, где бы он ни был, все от него баракат получали, все от него пользу получали. Поэтому самые лучшие, самые любимые из вас перед Аллахом, кого Аллах любит больше? От кого люди получают больше пользы? Кто это люди?
Прежде всего, конечно, это его родители, это его родные, это его семья, это его дети. Дальше идут соседи, братья, умма и просто обычные люди, которые получают от него пользу. А самое любимое деяние перед Аллахом – это радость, которую ты привносишь в жизнь мусульманина. То есть вот из-за тебя его сердце обрадовалось. Ему было тяжело из-за чего-то. Огромное количество причин нашей скорби, нашей печали, наших бед и страданий. Кто-то из нас не может заснуть, потому что у него долги. Кто-то не может заснуть, потому что у него там машина сломана. У кого-то проблемы в семье, у кого-то дети болеют. Это не рай. И мы живем в этих печалях, в этих бедах и страданиях. И когда появляется тот брат, тот мусульманин или мусульманка, который приносит этому человеку радость, избавляет его от какой-то печали, это самое великое дело в исламе. Одно из великих дел. Поэтому самое любимое деяние перед Аллахом – это радость, которую ты приносишь в жизнь мусульманина. Как? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, двоеточие, да? Он примеры приводит. Первое. Помогая ему в беде. У него случилась беда. Он не знает, что делать. Он не может заснуть. Он не может есть, не пить. У него проблема. И ты появляешься здесь и избавляешь его от этой проблемы. Машаллах. Вот это самое великое деяние перед Аллахом. Да? Помогай ему в беде. Выплачивая за него долг. Так получилось. Он залез в долги. Может быть, кто-то у него заболел. Может быть, у него ДТП было. Может быть, еще что-то случилось. Что-то не рассчитал. Кто-то его обманул. Там мошенники, попался, да, на мошенников. И так далее, и так далее. И вот он не знает, как расплатиться с долгами. И тут появляется брат и бисмилля избавляет его от долгов. Он вот сейчас весь в долгах был, сегодня он спит, у него нет долгов. То есть помогая ему выплачивать его долг. Или утоляя его голод, то есть нужда. Нужда, он не знает, чем накормить свою семью. У него нет денег, чтобы купить дочке обувь в школу. Я не думал, что вот сегодня такое бывает. И недавно один брат мне рассказал. Я, говорит, в Аллахе, говорит, клянусь Аллахом. Это брат, который не жалуется, он не любит жаловаться. Но я, говорит, в школу свои кроссовки дал, говорит. Вот у меня единственные кроссовки были, я, говорит, сыну отдал, и он пошел в школу. И у нас на двоих одна пара кроссовок была, говорит. Я не мог себе позволить просто купить еще одну пару кроссовок. Поэтому и сегодня разные моменты бывают в жизни. И вот, то есть, утоляй его голод. То есть, у него нужда, а ты закрыл эту нужду. И поистине, вот, ихтикаф, поистине, пойти со своим братом-мусульманином по какой-либо его нужде, вот тебе пришел твой брат, у него какая-то, или ты сам пришел, и нужно решить его вопрос, его нужда, хаджа, он в чем-то нуждается. Вот для меня, если брат пойдет, мусульманин пойдет решать проблему своего брата, и решит это, для меня это любимее и лучше, чем совершить ихтикаф в этой мечети. Ньялтан, пророк, какую мечеть показал? Свою мечеть, Масджиду Набави, в Медине. Это вторая святыня после Каабы. Так ведь? Где каждый намаз увеличивается во сколько раз? В 1000 раз, да? И он сказал, для меня пойти с моим братом и решить его вопрос любимее, чем совершить ихтикаф в этой мечети, он сказал, целый месяц. Целый месяц. Вот если я сейчас задам вопрос, дорогие братья, кто из вас в жизни пробовал делать ихтикаф? Прямо вот бисмилля, да? один день, 2 дня. Я надеюсь, что рук будет много.
Если я задам второй вопрос, дорогие братья, кто из вас в жизни 10 дней ихтикаф делал? Вот 10 дней. Я сейчас сам о себе подумал. Да. Получалось ли у меня 10 дней? Я несколько раз намерение делал, но вот что-то случалось, что-то происходило, и приходилось иногда оставлять. Да? Вот я сейчас думаю, было ли у меня вот 10 дней, чтобы я не выходил? 8, 9, это да. Но вот 10 дней, да, уже проблематичнее. Потому что что-то происходит, что-то, у кого-то проблемы, куда-то надо выезжать, что-то надо решать. 10 дней, а тут месяц. Еще один вопрос. А кто-нибудь делал иртикаф в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? А? Когда ты 5 намазов читаешь, и у тебя за каждый намаз 1000 намазов записывается. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: решите проблему одного брата. И это вы получите награду больше, чем вы сделаете иртикаф в этой, то есть мечети пророка, целый месяц. Месяц мы иртикаф не делаем. Сунна призывает 10 дней, а здесь целый месяц. 30 дней ты закрываешься в мечети пророка на 30 дней, и 30 дней ты поклоняешься. Вот сейчас те братья, которые на иртикафта, вы сейчас понимаете, да? 5 намазов, ночные киямы, долгие дуа, зикры, тасбихат, машаллах, знания, чтение Корана, все, ты оставил дунья, да? И вот так ты в мечети пророка целый месяц не выходишь и поклоняешься. Вот это за что? За то, что ты решаешь одну проблему своего брата. Давайте до конца дочитаю хадис. Тому, кто сдержит свой гнев, Аллах скроет его недостатки, то есть в судный день. И тому, кто сдержит свой гнев, который при желании он мог излить, Аллах наполнит сердце довольством в день воскрешения. И тому, кто вышел, со своим братом и тому, кто вышел дальше со своим братом мусульманином по какой-то его нужде и остается с ним, пока он не поможет ему, Всевышний Аллах укрепит его ноги, его стопы в тот день, когда стопы будут скользить. То есть в судный день никто твердо не будет стоять. Он не знает, что с ним произойдет. И вот Аллах там укрепит его положение за то, что он там, в дунье, решил проблему своего брата. И поистине дурной нрав портит деяние так же, как уксус портит вкус меда. Этот хадис передал Ибн Аби Дунья и Табарани от Ибн Умара. Вот поэтому, дорогие братья, субханаллах, иногда в жизни бывает так, что вот ты за считанные минуты, даже не за полчаса, даже не за день, да, бывает так, что приходится куда-то ехать, в какой-то район, в какой-то город, чтобы встретиться с этим братом, решить его вопросы, встречаться с другими людьми. А иногда бывает, знаете, буквально считанные минуты нужны, чтобы решить его проблему. Вот при мне сколько раз было, по каким-то вопросам я встречаюсь, с руководителем, например, да, он какой-то руководитель, наш брат мусульманин, да, многие его знают. И вот при тебе ему звонит кто-то из братьев. Он не может отца, например, положить в больницу. Это проблема, нет? Конечно, проблема. Он живет в каком-то районе, уровень сельской больницы не может решить эту проблему. То есть ему нужно куда-то в большую больницу, в Москву, в Казань или еще куда-то, да? И он не знает, как туда попасть. Он так пробует, так, каждый своими проблемами живет. И вот он ему звонит и говорит: говорит, вот я не могу решить свой вопрос. Он такой: сейчас дай мне время. Он раз подумал и сделал один звонок. Один звонок он сделал при мне. А потом сказал: вот звони тому, он ждет от тебя, все, на следующей неделе, Аллах берса, положишь отца в больницу, и, что от нас требуется, все сделайте. Я смотрю, он потратил на это дело, буквально несколько минут, да, драгоценных он потратил, но он решил вопрос. Что от него зависит, он решил.
И ангелы, иншаллах, записали ему награду, что он совершил целый месяц иртикафа, и во время этого иртикафа совершал 5-кратный намаз в джамагате, очень много читал Коран, зикры, тасбихат, дуа, да, в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это разве не милость Аллаха? Вот на самом деле, дорогие братья, иногда в считанные минуты, в день мы несколько раз приходится решать, помогать братьям, и это милость Аллаха. И это возможность, которую Аллах нам дает. Я вот хотел именно этот хадис напомнить вам в те дни, когда многие пребывают в иртикафе и понимают, что такое ценность иртикафа. Понимают, что такое оставить семью, оставить жену, оставить детей, оставить работу и бисмилля предаться полностью поклонению. И вот Аллах обещал нам награду за то, что мы живем не только своими проблемами, своими бедами, мы живем бедами, проблемами наших братьев. И таких случаев у каждого из нас, это много. И не обязательно быть тем братом, про которого я говорил, да, там большой начальник, да. Иногда просто вот человек не может решить вопрос, не знаю, с машиной не может решить вопрос. Иногда дома что-то вот надо сделать, он не может это. Тут брат пришел, за 5 минут все сделал, да. Иногда просто человек не знает, что делать. А вот, оказывается, 2 предложения ему сказал, и он, все, оказывается, вот так можно. То есть, кеңеш берді. Вот поэтому, дорогие братья, какие есть у нас возможности поддерживать друг друга, помогать друг другу и жить не только своими бедами, а проблемами других. Альхамдулилля, это милость Аллаха. И запомните другой хадис. Аллах будет решать твои проблемы, пока ты будешь решать проблемы своих братьев. Поэтому это закон, который Аллах Та'аля установил. Джазакум Аллах хайр, субханак Аллахума бихамдик, шаду ла иляха илля антэ, астагфирука.